Программу «Как это ни прискорбно» начинаем с трагического события. Особенно тяжело осознавать, что погибли молодые, полные жизненных планов ребята. Конечно, прежде всего, искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии. Сегодня под Мензелинском в авиакатастрофе 16 человек погибли, 6 госпитализированы. ЧП произошло около 9 часов утра. Из местного аэропорта взлетел и почти сразу рухнул легкий двухмоторный самолет Л-410. Жесткую посадку МЧС зафиксировала в 9 часов 23 минуты. Упавший легкомоторный самолет с парашютистами принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Президент Татарстана выразил соболезнования родным и близким погибших. Рустам Минниханов сам вылетел к месту авиакатастрофы в Мензелинском районе для оперативного принятия решений непосредственно на месте трагедии. Как стало известно, президент поручил правительству республики подготовить предложение по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Завтра в Татарстане объявлен траур. Тимур Бекмурзин с хронологией события и предварительными причинами ЧП. Трагедия в Мензелинске. Что известно к этому часу? Около 9 часов утра в Мензелинском аэропорту взлетел самолет с парашютистами. На борту в этот момент находилось 22 человека, из них двое – это члены экипажа. Почти сразу же, а точнее в 9 часов 11 минут, поступило первое тревожное сообщение о падении самолета. В 9:23 информация о жесткой посадке от МЧС. Через некоторое время первые фото и видео трагедии стали появляться в социальных сетях. Оперативно к месту вызова выдвинулись подразделения Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона. Из салона самолета были деблокированы 6 человек с признаками жизни. Первая информация была, что их всех направили в Мензелинскую ЦРБ. Чуть позже уточнили, часть пострадавших транспортировали БСМП города Набережные Челны, одного пациента в крайне тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу в Казани. За их жизни бьются сейчас лучшие врачи Татарстана и делается все возможное, чтобы оказать им всю необходимую помощь. О случившемся был оперативно проинформирован президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сразу же вылетел на место трагедии, чтобы, что называется, на земле выяснить все обстоятельства произошедшего и быстро принять решение. Но первое, что сделал Рустам Минниханов, это выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Мензелинском районе. 9:05, вот по той информации, которую я получил, самолет взлетел на высоте 70 метров. Пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку. Ну, полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку, но, видать, высота не позволила. Вот в этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль «Газель», крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся. Ну и вот случилась трагедия. Конечно, все, что могли сделать службы спасения, сделали, но, к сожалению, на сегодняшний момент мы потеряли 16 человек погибших. 6, ну, достаточно серьезно имеют проблемы. Будет оказана и материальная помощь, и в доставке, и в похоронах. Мы, республика, окажем все, что можем для этих семей. Еще раз хочу принести самые-самые глубокие извинения, соболезнования близким, родным. Большая трагедия. Мы соболезнуем. Также президент Татарстана поручил правительству республики оперативно подготовить предложение по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в крушении самолета. Была сформирована специальная комиссия, ее возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. В эти часы на месте происшествия работают следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Военный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна» по части 3 статьи 23 Уголовного кодекса Российской Федерации. На место трагедии находится и камский транспортный прокурор. Предварительные версии были озвучены телеграм-каналами и электронными СМИ буквально в первые часы после трагедии. По информации электронной газеты «Реальное время», самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу.
На борту находились 22 человека, из них двое члены экипажа. Предварительной версией произошедшего – отказ техники и, возможно, перегруз. Ближе к часу дня появился официальный комментарий МЧС о завершении спасательной операции на месте крушения. На месте происшествия работы по извлечению людей из самолета завершили. 6 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 16 человек извлечены, к сожалению, без признаков жизни. Всего привлекалось от РСЧС 47 человек и 15 единиц техники. Работает телефон горячей линии, номер телефона 288 45 63. На месте трагедии работает сейчас и наша съемочная группа. Территория крушения самолета оцеплена, там работают экстренные службы, журналистов близко к обломкам не подпускают. Комментарий по происшествию дал глава Мензелинского района Айдар Салахов. Предварительной версии, может быть, попало в двигатель что-то, или птица, или что, отказал левый двигатель. Летчики, чтобы не приземлиться или не упасть в населенный пункт, значит, взяли влево, развернули самолет, ну и хотели, видимо, дотянуть до аэропорта. Буквально 500 метров от взлетной полосы самолет упал, перевернулся. В районе 13 часов Рустам Минниханов оперативно прибыл в Набережные Челны, где в БСМП находятся пострадавшие в авиакатастрофе в Мензелинском районе. Его сопровождал министр здравоохранения Республики Марат Садыков. Рустаму Минниханову доложили об оперативной ситуации и состоянии пострадавших. Известно, что 4 специалиста из РКБ Казани прибыли в БСМП Набережных Челнов для оказания специализированной помощи. Рустам Минниханов навестил в реанимации пострадавших. Президенту доложили, что основные травмы у них – это переломы. Отсутствие травм головы и шеи позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших. Рустам Минниханов пообщался с теми, кто выжил после крушения самолета. Сознание не терял ничего. И как он перевернулся вот тогда, ударил. В это время я по салону летал, поэтому... В это время я по салону летал. То есть вы не пристегнуты были или... Рустам Минниханов объявил 11 октября в Татарстане днем траура. Среди погибших жителей Республики Татарстан и соседних республик. Президент Татарстана еще раз выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, их родственникам и подчеркнул, что им будет оказана необходимая материальная помощь.